Так, ребят. Ну это каша, это уже растаял лед. Сегодня-завтра это все уже полностью растает, потому что на улице тепло. Там уже на лодке на себе таскать, блин. Думал, придется, а нет. Лед растаял. Повезло. Немножко вспотел, пока ходил там. Самое сложное, ребят, сейчас уже все позади. Все. Во-первых, добрался. Во-вторых, перетаскал вот эти ящики. Вот один ящик. Вот, из фанеры. Я это делал на мототолкач. Потом он показался мне тяжелый. И решил сюда привезти. И второй ящик, вот этот пластмассовый, который подписчик мне подарил. Спасибо, конечно, подписчику за такой подгон. Года 2 назад уже мне подарили, и до сих пор я не использовал. Сейчас он будет у меня в амбаре. Здесь полный ящик продуктов, и там тоже гвозди, всякая разная хлама. Тоже вот эти гвозди в промысловой работе, там он пригодится. Вот, также ведро, там гаджеты, радио, все остальное там. Радио, наверное, в ящике. В основном там для съемки. Вот. И немножко продуктов, но он там. Вроде там солянку взял. Что еще? Яйцо. Не помню потом, что еще. Ну и бензопила с топливом. Все это дело. Кроме этого еще был рюкзак и в этом, как сказать, ружье. Вот. Охота, еще раз повторяю, открыта, поэтому беру, из чехла не вынимал еще. Но здесь вот вальшнепы тоже летают. Может и удастся добыть их. Так, что еще хотел сказать. Вроде немного вещей. Вроде немного. 2 ящика. Но они очень-очень тяжелые. Очень тяжелые. Вот этот пластиковый ящик я оставлю в амбаре, а этот ящик в кладовке. В ящике буду держать там сковороду, там остатки, там еще какие-то из продуктов. Самое необходимое, что вот повседневное. Вот ты приехал, мне надо в амбар выходить, а здесь с ящика взял там пачку макарон и растительное масло, вот это все сюда накидаю. А у меня еще, кроме этого, бачок есть. Он тоже маленький. Все время ничего не влезает. Можно постельное белье вот, тоже сюда в ящик. Затолкать его, мыши уже туда точно не зайдут. А здесь в основном будут макароны, сахарный песок и рис. Вот это. Там тоже у меня в амбаре сейчас это все хранится в эмалированном ведре, который тоже как бы ведро для других нужд, там приваду, туда я буду собирать осенью. Ведро пригодится для зимней охоты там. То ведро, вот, которое я использовал в прошлом году, он без крышки и дырявый. В бане там вот эту приваду я собирал. Там потроха у птицы, там рыбу. И все я собрал, потом в бане оставил осенью. Зимой приехал, и он как бы соленый у меня был, и не полностью замерз, немножко там протекало, и вони, конечно. Вот, ну примерно так. Вот такое начало у нас возле избы. Тулан уже на цепи, я его, как и говорил, буду держать тут. С собой брать не стану. Сейчас еще миску с водой надо ему положить. Она, это не помню, дырявая или нет. Койля. Он, наверное, дырявый или нет? Пробоины дырявые. Вот сейчас там другая чаша есть. Вот она.
что он мало пьет почему-то совсем. Прямо отсюда я с лужи возьму, наберу воды. Чтобы никуда не убежал. Он просто здесь будет со мной. Если зверь пройдет там, он все равно знак какой-то даст, залает или еще. Бывают медведи тоже подходят к избе вообще близко. У меня Айда постоянно там 1 год тоже лаяла, блин. Вот тут и ходил медведь. Недалеко. Прямо вот тут. Вот видите, какой подсад, блин, ничего не видно. Пускай будет. Лучше с собакой. Веселее. Так, ладно, сейчас я буду все это дело разбирать, перебирать и уже уберу. Конечно же, бич-пакет оставим. То самое необходимое. Туалетная бумага, чай. Я тоже привез. Чай. Там макароны пачки. И соль. Основная, это, конечно, самый тяжелый груз, это соль. Соль беру не йодированный, высший сорт. Йодированный портит, скажем, рыбу или мясо, там, что вы добываете. Лучше соль обычную надо брать. Но этот соль проверенный. Руссоль. Как бы рыбу тоже уже не 1 год солю и нормально, не портится. Сахарные пески, консервы, это сейчас я буду. Нет, это на потом. Для собаки также. Да, и у собаки еще тут 2 банки оставалось. Вот. У меня 2 банки. Один вот такая курица и вторая калининградская. Это получается те банки я съем, а это если останется, обратно увезу домой. 2 буханки хлеба взял. Ну и вторая коробка то же самое. Там тоже продукты и все остальное. Вот такой набор. Так, ладно, сейчас, наверное, полностью я уже... нет, сперва затоплю печку, потому что здесь прохладно. Вот просто не холодно. Ну, даже если вот в рубашке сидеть невозможно, холод, потому что из-под поля там ледник у меня, и просто как морозилка идет холод. Затоплю, пусть лучше дверь открытым будет, зато в тепле буду сидеть. Немножко нагадили мыши там на матрасе, это все надо убрать. Тут тоже очень много тусовались они. Здесь мышеловка, не знаю, что-то сработало. Ну ладно, даже я не настораживаю. Есть мышь тут, надо убрать отсюда. Мышка тут есть. Вот это надо убрать. И я уже на лето настораживать не стану. Так, ладно, сейчас пока этим занимаюсь, и еще суп надо сварить. Тут, смотрите, еще дрова. Ой, снег еще лежит в тени. Вот дрова. Вот это надо дрова сейчас потихоньку выжигать. В прошлом году тут валежник, вот сломанное дерево лежало. Пилил. Оттуда она вот этот сломалась. В этом году пока больше не вижу свалившееся дерево. Вот там лежало, я здесь складывал, потом все осенью сжег. Точно. Я и смотрю, где-то должен быть еще. Да, уже пилил. Все, больше нету пока. Он под крышей. Это старая лодка, разбирал. Каблучурку отнесу. Вот так вот. И все. Там снова придем.
Воду беру, как всегда, с озера. Чистая вода, в принципе. Заварка, как заварка, цвет. Но вкусно. Ай, никуда положить. Ровного места нету. Все. Место тут одни вот эти корни. Вот. Вот знаете, вот видите, какой сейчас уровень воды. И раньше, осенью, вот когда на осеннюю охоту я приезжал, уровень воды такой и был. Вот такой. Сейчас, видите, года уже, года 2 примерно. Осенью вода где-то вон там, далеко. Ниже, намного больше высыхает озеро. Вот. Дождей нету, вот и все сохнет. Печку затопил. О, как шпарит, дымит. Сейчас еще чайник поставить. Запах дыма — это хорошо. Отпугивает зверей. Да, в принципе, где-то они боятся, где-то совсем нет. Пчелы заходят, блин. Сейчас в основном медведи, конечно же, у деревни. Если в лесу некого, они не смогут никого задавить, там лосей, оленя. Они подтягиваются к селам, к фермам, где падаль, там еще что-то там. Ходят на свалках. Вот. Сейчас чайник поставим. Здесь только тулану хорошо балдеет. Да? Балдю. Ух, как трещит. О, разгорелась. Капитально хорошо. Ага. Елка она такая шумная. Вот так, ребят, первый день не проходит быт у избы. Если хотите, чтобы возле избы было чисто, надо почаще вот это все убирать. Если отложить на завтра или на следующий раз, наберется столько хлама. Лучше почаще так убрать. Перед отъездом еще уберу. Это я зимнее собираю. Сейчас уже основное я разобрал. Короче, еще готовка. Надо суп сварить. И уже будем думать, что дальше делать. Сходил в амбар. Смотрите, дымит прям. В ревизию тоже посмотрел. Там, оказывается, с осени у меня буханка хлеба оставалась в пакете. Вот. Что превратилось? Плесень. Дело свое делает. Придется сжечь его на костре. Капец. Вот так. Буханка хлеба. Так, ребят, выгрузил я ведро. В ведре еще было радио привез. Я этот радио здесь оставлю.
домой не увезу обратно. Вот. Взял еще вот такая солянка. Буду варить суп из этой солянки. Вот. Дальше привез лавровый лист. Прям через пакет одурманивающий запах. Настоящий лавровки. Это из Абхазии, когда мы на юг ездили, на море. Вот позапрошлом году, наверное, уже получается. До сих пор еще он как свежий. А не то, что в пакетах, в пачках продают. Это тухта. Если на юга ездить, то только за лавровкой. Там 100 рублей. Вот такой вот. Я не знаю, сколько грамм-то, но очень много. На несколько лет хватает. И прям свежий запах. 2 губки привез посуду мыть. 5 яиц еще тут у меня. Или сколько. И 2 сырка. Вот. Это еще надо вынести на улицу. А суп надо сварить. Ну, я очередную чашку чая пью. Вот. Все вроде показал. А, что там еще в рюкзаке? Картошка, наверное. Точно. И рюкзак еще. В рюкзаке у меня, ребят, еще печенье. Печенье. Так, шапка. Шапку я только тут оставлю. Картошку взял. Картошка. Майонез. Майонез в ведрах, которые оттуда я сюда немножко набрал. Так. Тут. Получается, с Озона я проволоку покупал. Я на втором канале все это показываю, что с Озона покупаю. Обязательно подписывайтесь на мой второй канал Будни Олега. Там я заказы с Озона постоянно показываю. Вот проволока, это я 50 метров купил. Ну, это тоже как бы ловушку ставить на куницу. Такие пригодится приваду там вешать. Миллиметровка. Так, тут клей, все остальное, нож, лекарства, и больше ничего тут нету. Так, тут тоже для съемки. Вот еще тут у меня огурцы, 2 штуки и лук. Это тоже надо сейчас съесть, чтобы не испортилось. Лук, между прочим, свежий. Ох, убежал. Лук свежий привоз, вообще он свежий. Как будто с огорода только что дернули. Вообще, я не знаю, как так получается, такие огромные. Лук огромный и он свежий. Так, убежал. Так, это все сюда. Теперь уже все точно я показал. Там только шапка и больше ничего тут нет. Кушаем огурцы. Тона. Контур. Тона. Что? 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 Таягола. Наглей. Огурцы охлаждают. Прям много воды. Сочная. Офигеть. Сейчас я ему кашу сварю с тушенкой. Вкусно. На. Травоядная. Да? Витаминизируемся. Так, ребят, я сейчас расскажу, что я сделал. Тут такие гвозди
150. Но самая ходовая, конечно, в лесу это 120. Вот он. И 90 еще привез. Пока хватит. Ножовка. Сейчас пригодится он тоже мне. Вот она, ручная, вместо пилы. Ножовку лучше с собой брать. Топор, ножовка, инструмент, гвозди. Так, ну что. В общем, я сейчас выгружал из так называемой кладовка. Все выгрузил и там сделал где-то, ну, от пола примерно, наверное, сантиметров 50, полку шириной сантиметров 60. Вот туда поставил ящик отсюда, что привез. И там у меня еще вторая бочка алюминиевая была. Вот, все аккуратно сделал. Ну, знаете, вот что-то показываю, ребят. Ну вот я никогда ничего не снимал в амбаре, что лежит, что вот здесь лежит. Давайте, пускай это, понятное дело, хочется вам посмотреть, но и тоже все на всеобщее обозрение я выкладывать не стану. Что считаю нужным, я это показываю, рассказываю. А все остальное, это пускай будет такая вот за кадром. Вот. Такая плаха, это очень-очень старая елка. Вот. Напополам сперва я обрезал, и потом напополам еще расколол поперек досок. Ну, на чурку поставил, потом поперек вот эту две рейки получилось, поставил, и 3 доски шириной. Вот. Ну, сейчас покажу. Вот эти доски. Вот. У меня чуть-чуть толще, но длина вот такая. Вот это потихоньку, вы знаете, вот в тайге каждая дощечка, она пригодится. Вот вроде негодно, давайте спилим на дрова. Не надо ничего пилить. Он сам по себе потихоньку убавляется. Сегодня вот 3 доски использовал. 3 доски. Булан он спит. 3 доски использовал. В следующий раз, может, там зимой, вот когда куница попадает, скажем, 1-2, там из этой доски можно такую называемую вот балу сделать. Мы называем балой. Вот. И туда уже шкуру затягиваешь. Вот тут рябчик свистит. И, ребят, не обманываю. Вот, я услышал его, когда доску выбирал, услышал, где-то он тут. Не могу понять, где он. И потом вот маленькая елка, и под елкой он сидел. Потом взлетел, и вот тогда я увидел его. Хотел за камерой зайду, думаю, покажу вам. А, пускай. Вот, пожалуйста, рядом они. Мы их не трогаем до осени, и все. Вообще. Ну, весной мало что добываем. И в будущем, наверное, на уток даже лицензии не буду брать. Вот. Весна, вот видите, сегодня, блин, такая жара. Вообще обалдеть. Сегодня очень жарко. Прям, наверное, сейчас на солнце, все 25 градусов. Позвонил домой, предупредил жену, что добрался. Она даже немножко удивилась, говорит, что-то быстро, говорит, доехал. Ну, большая вода, мало заторов в этом году было. И быстро проскочил. Обратный путь тяжелее будет. Вода упадет, там заторы, будь здоровье, еще придется пилить. Суп пока не горел, там у меня, знаете, вот огурцы съел, эту курицу съел, и ой, лето настоящее. Сейчас комары проснутся махом. В дальнейшем сейчас я, ребят, буду вот эти ростки, все здесь территории немножко, как сказать, скошу. Этот подсад вообще ужасно. 2 раза в год разрядился аккумулятор. Я имею в виду вот эти березы, они быстро в рост идут. Вот если 3 года не скосить, здесь 1,5 метра высотой будет роща березовая. Вот. Поэтому немножко надо поддерживать территорию. Капец жара. Антулан смотрит на меня. Вот. Ну, основное сегодня запланированное, в принципе, сделал. Может, еще
что-нибудь буду делать, но да и особо нечего. Уже комары летают. Все, просыпаются. В общем, сделал одну клемку. В планах еще хотя бы один сегодня сделать и шабаш. Вот. Тепло на улице. В этой шапке даже жарко. Короче, ребят, я сейчас сходил. В планах у меня было сделать, знаете, примерно 5 кулемок. Ну, это ловушки на куницу. Сейчас как бы сделать осенью уже, чтобы в снег не заморачиваться этим, уже ты настораживаешь и уже охотишься на пушнину, на куницу. Короче, я пошел по буранице, где я езжу зимой. По пути там кусты, там бензопилой обрезал, что вот гнутые кустарники эти. Еще отремонтировал по пути два капкана. Там жерди уже сгнили, старые жерди. И два капкана, короче, отремонтировал. И сделал еще кое-как, честно говорю, кое-как сделал одну кулемку. Там сырой участок, сосновый лес. И материала, ну, просто под рукой ничего не оказалось. Шел, потом развернулся, плюнул, развернулся и обратно пришел. Вот. Ну, где-то с километра, наверное, от избы сходил и все. Сыро там очень. На этом сегодняшняя работа закончилась. Все, больше от избы я никуда сегодня не пойду. Он просто высыпается. Как будто дома он не спал. Здесь сон у него 2 раза лучше, наверное. Вот. Сейчас, возможно, буду готовить ужин. Что-нибудь придумаю. И все. Завтра уже посмотрим, что будем делать. Сегодня как-то день так проходит. Ну, хоть что-то сделал, и то ладно. И вот когда дела не идут, все из рук. Просто вот в руки даже топор не хочется брать. А когда дела идут, так делаешь и свой труд ты видишь, что ты сделал. А сегодня у меня что-то не пошло дело. Значит, надо остановиться и уже другой раз свежими силами завтра с утра что-нибудь в другую сторону, где более сухо, в то место схожу, может там поработаю. Хочется еще сделать хотя бы 10 кулемок от избы недалеко, в одну сторону, в другую сторону. Далеко не буду ходить. Кругом медведи. Не будем их тревожить. Как-нибудь возле избы. Вот.